1919 году армия генерала Деникина вплотную приблизилась к ингушскому селу Сурхот, Сурхахи, и подвергла его мощному артиллерийскому обстрелу. Село буквально уничтожается бомбовыми ударами. Силы оказались на стороне многократно превосходящих и хорошо вооруженных врагов. В ходе 2 дней ожесточенных боев малочисленные икажевцы и сурхатинцы покинули село и ушли в горы. Русские ворвались в село, грабят, сжигают дома. В это время один человек остается в селе. Его имя Мандре Нальгиев. Вооружен он винтовкой, пистолетом и биноклем. С ним в селе остается и его мать. С выдержкой и осторожностью Мандре начинает свою деятельность. Он находит себе скрытые места, откуда снайперским огнем уничтожает военных, находящихся в селе. Чувствуя, что в ауле появился меткий снайпер, русские в спешке покидают село и начинают осаду. После этого село подвергается мощному артиллерийскому обстрелу, и все это лишь для того, чтобы уничтожить одного снайпера. В ходе этого обстрела погибает мать Мандре, Нуи. Он хоронит ее во дворе своего дома. Несмотря на боль потери матери, Мандре продолжил защищать свое родное село. Жажда мести охватила Мандре, и он обещал себе, что будет стоять до последней капли крови. После артналета, русские предпринимают попытки пробраться в село, но Мандре метким огнем уничтожает их, остальные убегают обратно. После этого, русские вновь начинают массированную бомбардировку Сурхот из артиллерии, которая сметает все. С шумом над Сурхотом пролетает биоплан, пролетает над мечетью, над двором Мандре, и начинает бомбардировку. С большими грохотом взрываются снаряды, все разлетается на куски. После бомбардировки биоплан улетает. Везде огонь, гарь и дым, всюду разрушение. После артиллерийского и авиационного налета, армия устремляется в село, чтобы убить одного ингушского воина. Несмотря на такой перевес врага, Мандре вновь отражает атаки, меткими выстрелами он убивает попавшихся под прицел, остальные в страхе убегают обратно за село, они просто боятся войти в село. Исходя из такого удручающего для армии положения, русское командование высылает в село специальную разведгруппу, для того, чтобы убить Мандре. Однако Мандре вычисляет ее и уничтожает оружие и боеприпасы убитых. Мандре, как всегда, забирает себе. Вообще, к оружию у Мандре особое отношение. Он особо ухаживает за оружием, пистолетом и винтовкой. Чистит его постоянно. Его оружие блестит в чистоте изнутри и снаружи. От чистоты зависит дальность и меткость стрельбы. Чувствуя, что убить Мандре у них нет сил, они высылают переговорщиков. Они обещают Мандре дать 500 рублей, большие деньги по тем временам, и золотые часы, если тот оставит село. Мандре считает переговорщиков собаками и естественно отказывается от их предательских предложений. Для того, чтобы узнать дальнейшие цели русских войск, Мандре захватывает языка пленного у реки, у которого следует выведать ценную информацию о намерениях их командования в отношении села. Ловкость и внимательность, разумность и осторожность, выносливость и скрытность, терпение и хладнокровность, качества Мандре, которые так важны снайперам. Мандре превращает село в одну снайперскую точку. И таким образом, в течение 9 дней ожесточенных боев один снайпер сдерживает целую русскую армию, и за это время снайперским огнем он уничтожает 187 офицеров и солдат русской армии. То ли отчаявшись с ним воевать, то ли по другим причинам войска вскоре покидают село. Это была история великого ингушского абрека, который доказал, что даже один в поле воин